Саламатсыздар, құрметті журналистер, бұқаралық ақпарат өкілдері. Ең алдымен маған дауыс берген Қазақстан азаматтарына алғысымды айтқым келеді. Бұл үлкен жауапкершілік. Бұл жауапкершілікті орындау мен үшін үлкен міндет. Бұл халықтың сенімі. Сайлау жоғары деңгейде әділ және ашық өтті. Сайлаудың барысын мыңнан астам халықаралық бақылаушы қадағалады. Әлемнің 40 елінен келген 350-ге жоқ шетелдік журналистер дүниежүзіне хабар таратты. Өздеріңіз көрдіңіздер, сайлауға түскен кандидаттарға барлық мүмкіндіктер жасалды. Олар еркін түрде өз бағдарламасын жариялады. Бұл жай ғана дауыс беру емес, азаматтарымыздың ел болашағына бей-жай қарамайтынын көрсетті. Қазақстан халқы елбасы стратегиясының сабақтастығын берік қолдап отыр. Уважаемые журналисты, наша цель – развитое справедливое государство, идущее по пути прогресса, демократии. Считаю, что прошедшие выборы были справедливыми, открытыми. В выборах участвовало 7 кандидатов, им были созданы равные условия. С моей стороны, как президента Республики Казахстан, были предприняты все возможные меры с тем, чтобы данные выборы прошли справедливо, открыто, честно. Я благодарю всех казахстанцев, которые приняли участие в выборах, и, конечно же, тех, кто поддержал меня своими голосами. Это мандат доверия, который я должен оправдать в течение ближайших 5 лет. Сами выборы показали, что граждане Казахстана относятся к своим гражданским обязанностям неравнодушно. Была очень большая явка на выборы, никто никого не понуждал. Это произошло естественным образом. Поэтому есть все основания выразить удовлетворение итогами выборов. Пожалуйста, вопрос. Құрметті президент мырза, құрметті әріптестер, залда қазір пресс-конференцияға 66 бұқаралық ақпарат құралынан 107 өкіл қатысып отыр. Оның 22-сі шетелдік, 44-і Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдары. Алғашқы сұрақта Қазақстан ұлттық арнасының журналистіне береміз. Қайырлы күн, Шынар Асанқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасынан. Қасым-Жомарт Кемелұлы, ең алдымен сізді күні кеше сайлауда жеткен жеңісіңізбен құттықтап, алдағы жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Екіншіден сізге қояр сауалым. Сізбен бірге сайлауға түскен 6 кандидаттың да өздерінің әрқайсысының бағдарламасы, өздерінің ұсыныстары болды. Солардың ішіндегі шын мәнінде халыққа пайдасы бар, ең тиімді деген тұстарын сіз алдағы уақытта өз жұмыс тәжірибеңізде пайдаланасыз ба? Әрине, бұл сайлаудың ерекшелігі, мен жаңа айтып кеттім, отырыңыз. Мен жаңа айтып кеттім, бұл сайлаудың ерекшелігі көп кандидаттардың тіркелуі. 7 үміткер сайлауға қатысты, олар өз бағдарламасын жариялауға мүмкіндігіне ие болды. Сондықтан бұл сайлау өте қызықты, ашық түрде өтті деп айтуға болады. Олардың ұсыныстары, пікірлері өте ұтымды болды. Ең пайдалы ұсыныстарын біз міндетті түрде мен өзім жұмысым арасында пайдаланам. Сондықтан өзге үміткерлерге осы мүмкіндікті пайдаланып, алғысымды білдіргім келеді. Господин президент, оцените, пожалуйста, действия и мотивы граждан, участвовавших в митингах в Алмате и Нур-Султане в период выборов. Да, действительно, в Алмате и в столице целый ряд граждан вышли на улицы с тем, чтобы выразить свою точку зрения, протесты и так далее. С точки зрения законодательства Республики Казахстан, несмотря на предупреждение Генеральной прокуратуры, данные действия подпадают могут квалифицироваться как незаконные. Что касается свободы воли и заявления, то в Казахстане подобного рода свобода присутствует в полном объеме в связи с тем, что некоторые граждане вели себя недостойно, провоцировали сотрудников полиции. Естественно,
со стороны полиции были предприняты необходимые меры. К сожалению, эти граждане пользовались информацией извне, подталкивались к незаконным действиям, ставили под угрозу спокойствие, безопасность других граждан, в связи с чем они обращались в органы полиции с просьбой обеспечить их спокойствие. Поэтому я, пользуясь возможностью, хотел бы выразить благодарность сотрудникам полиции, которые профессионально и достойно несли свою службу. 3 полицейских попали в госпитали, в больницы, получив ранения со стороны демонстрантов. Еще раз хочу сказать, что с моей стороны в канун выборов были даны поручения в адрес правоохранительных органов проявлять максимальную сдержанность, что они и сделали во время демонстрации. И в будущем они будут вести себя именно таким образом. Что касается протестов, которые высказывались со стороны этих граждан, то в принципиальном плане считаю необходимым предложить форму диалога. Я уже говорил о том, что будет создан комитет общественного доверия, в который войдут представители различных кругов нашего общества, где мы сможем обмениваться мнениями. Моя принципиальная позиция состоит в том, что разные мнения могут существовать, но у нас единая нация. Разные мнения, единая нация. Егемен Қазақстан газетінен Жолбай Базаров. Менің сізге бірінші осы қоятын деген сұрағым, сіз президент ретінде өңірлерге жұмыс сапарымен барып қайттыңыз, халықпен кездестіңіз. Әрине өңірлердің барлығының даму ерекшеліктері әртүрлі, бірақ дегенмен осы өңірлерге ортақ қандай мәселелерді бөлек айтар едіңіз? Расында сайлау науқаны кезінде мен аймақтардың бәрін аралап шықтым. Әрбір аймақ өзінің ерекшелігі бар. Бұл заңды нәрсе. Бірақ дегенмен әрбір аймақ біздің еліміздің дамуына өзінің үлесін қосып жатыр. Елімізде түйіні шешілмеген мәселелер бар. Мен оларды жақсы білемін. Сіздер де жақсы білесіздер. Бұл медицинаның сапасы, жалақының төмендігі, экология, ауыз сумен қамтамасыз ету, тағы басқа. Сондықтан бұл өзекті мәселелерді біз басты назарымызға қоямыз, үкіметке тиісті тапсырмаларымды беремін. Қазіргі таңда нақты шешімдерді қабылдау керек. Халық осы шешімдерді күтіп отыр. Халық ұзақ сөздерден шаршады әбден. Сондықтан мен президент ретінде осы жұмыспен міндетті түрде айналысамын. Добрый день, Дана Рожманова, телеканал КТК. Касым-Жомарт Кемелевич, у меня к вам следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, а что будет с правительством? Будут ли кадровые перестановки в Кабмине? Если да, то какие? И опять же, если да, будет ли учитываться ваше недавнее заявление, которое вы делали в Твиттере, о том, что к системе управления государством необходимо привлекать молодых специалистов? И если позволите, еще один вопрос. Я думаю, что я не слукавлю, если скажу, что вы один из самых известных дипломатов в стране, возможно, сейчас уже и самый известный. И мы знаем, да, что дипломатия – это способность найти компромисс без конфликта, способность вести переговоры. И хотелось бы узнать, в управлении государством какой метод вы будете использовать? Метод кнута или же все-таки метод дипломатичного пряника? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Что касается правительства, то согласно нашему законодательству оно не уходит в отставку. Тем не менее, точные кадровые назначения будут произведены. В том числе, как я обещал, в состав правительства будут привлекаться новые лица, в том числе представители молодежи. В целом, что касается молодежи, я считаю, что нам нужно привлекать наиболее способные кадры, в связи с чем я обещал подготовить так называемый президентский кадровый список, в который войдут 300 человек из всех регионов. И мы будем обновлять, естественно, этот список. Это не догма, но главная цель – это привлечь молодежь к управлению государством. Когда я говорил о том, что будущее Казахстана принадлежит молодежи, я не кривил душой, это не пропагандистский штамп, это действительно так, это закон жизни в конце концов. Поэтому будем работать именно в этом направлении.
Что касается стиля моей работы, то я настроен на конструктивный диалог, о чем я только что сказал. Этот диалог будет сочетаться с жесткими мерами в отношении тех, кто не справляется с работой или же, будем так говорить, саботирует эту работу в силу разных причин. Поэтому поживем, увидим. Первый микрофон, по-моему, Россия, Первый канал. Добрый день, Первый канал, Шишкин Олег, корреспондент. Предлагаю перейти от внутренних дел к внешней политике. Вы неоднократно уже говорили о том, что внешнеполитический курс Казахстана на сближение с Россией останется неизменным. И недавний саммит Евразес в Нур-Султане в полной мере это подтвердил. Наши страны стратегические партнеры. А как вы полагаете, что необходимо сделать, чтобы наши взаимоотношения стали еще более тесными и взаимовыгодными? И какие шаги вы планируете предпринять в этом направлении? Действительно, внешняя политика особенно нуждается в преемственности. Цена вопроса во внешней политике, возможно, выше, чем во внутренней политике. Хотя, конечно же, внешняя политика, как мы знаем, является производной внутренней политики. Но цена ошибки на документах, которые подписываются главами государств, огромная. Ведь этот документ уже не возвернешь назад, не перепишешь. А во внутренней политике ту или иную программу можно или обновить, или аннулировать, или просто забыть. Во внешней политике этого не происходит. Это раз. Во-вторых, вы упомянули Евразес. Здесь недавно состоялся юбилейный саммит. Он прошел очень успешно по оценкам наших партнеров. Поэтому работа в Евразес и в целом работа над развитием интеграции будет, безусловно, продолжаться. Интеграция – это очень сложное явление. К интеграции нам нужно подходить крайне ответственно, с тем, чтобы найти необходимый компромисс в интересах тех или иных стран. Интеграция требует очень серьезной подготовки со стороны тех, кто вовлечен в соответствующую работу. Поэтому мы очень плотно будем заниматься вопросами интеграции. Очень предметно будем заниматься данной проблематикой. Попутно я хотел бы сказать, что признателен своим коллегам по Центральноазиатскому региону. Буквально вчера ночью мне позвонили президент Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, поздравили с победой. Хотя это слово «победа» я не воспринимаю, поскольку победа – это слово, которое относится больше к военным конфликтам. Здесь просто было выяснение отношения ко мне со стороны избирателей. Но тем не менее. И буквально несколько минут тому назад, до начала пресс-конференции, мне позвонил Владимир Владимирович Путин и поздравил с исходом выборов. Paddy Royan, Spectator USA. Mr. Спасибо, President, партия during the election господин campaign, some президент. В political период избирательной actors кампании and некоторые activists политические on силы, social активисты в media социальных agitated сетях for a агитировали за boycott of бойкот the выборов. elections. What is Как your вы stance относитесь towards к such такой a position? позиции? Thank you. I don't like Спасибо. boycotts Я не люблю бойкоты. anywhere, either Нигде вообще. in the elections Будь то or в выборах in other или, domains. скажем, в других And сферах. what I want to say that Я бы хотел boycott бы has сказать, failed. что бойкот There was no провалился, boycott, не было этого at бойкота these elections на because этих the выборах, turnout так как was very high. And явка as была I said, очень высока. Как я nobody упомянул, compelled никто никого не our заставлял citizens not to наших go. граждан, чтобы они не шли на избирательные участки. So Поэтому the turnout was really явка high. была действительно очень And in this высока. respect, of course, И I express в my этом отношении, positive конечно же, assessment, и я to the позитивно outcome оцениваю of the результаты elections. выборов. Келесі сұрақ. Қазақпарат халықаралық ақпарат агенттігі, Марлан Жиенбай. Сіз өзіңіздің сайлауалды тұғырнамаңызда сыбайлас жемқорлықпен күрес мәселесіне айрықша назар аудардыңыз. Бұл бағытта жұмысты бастап та кеттіңіз. Дегенмен, осынау қоғамдық дертпен күресте тағы қандай тиімді шараларды, тетіктерді қолға алу жоспарыңызда бар? Сыбайлас жемқорлық деген
Международное агентство Казинформ в предвыборной платформной кампании вы уделили особое внимание борьбе с коррупцией. Какие еще эффективные механизмы в борьбе с этим общественным злом вы предполагаете? Коррупция – это большое зло, которое приходит очень легко, но искоренить его сложно. С этим с общественным злом мы должны, как общество, как нация, все вместе бороться. Может быть, чуть поздно, если мы сейчас не будем бороться из-за коррупции. Мы из истории знаем, что крупные империи государства пали именно из-за коррупции. Это очень актуальный вопрос. Поэтому коррупция в каждом государстве, даже в самых развитых государствах имеет место быть. И о коррупции мы всегда говорим открыто. И у нас коррупция является большой проблемой. Для нашей безопасности это тоже большой риск. И поэтому моя цель – это борьба с коррупцией. Недавно в мае у нас по данному вопросу состоялся большое совещание. Я думаю, мы будем предпринимать конкретные меры и работать вместе с населением. Следующий вопрос. Sarans Michalopoulos from Euractiv.com in Brussels. My question is, your first visit as a head of state was in Russia. What country are you planning to visit first as an elected president? And the second question is, what are the main regional and international problems, issues you are planning to focus on? I'm planning to visit Kyrgyzstan to attend the summit для того, чтобы of the участвовать Shanghai на Organization of саммите Cooperation, ШОС, Шанхайской which is to организации take place on the сотрудничества. 14th of Саммит June. пройдет And 14 on the following июня. day, И в I'm последующие planning дни to я be планирую in Dushanbe, the capital участвовать of уже на Tajikistan, мероприятии в to Душанбе, attend the на summit столице of the conference Таджикистана, для of того, чтобы integration участвовать and confidence на building measures in саммите Asia. СВМДА. So there are two major Поэтому events это that те are два in my больших program. мероприятия, которые есть у меня But сейчас в nevertheless, программе, I но believe тем не that in менее general, я of считаю, course, что в общем, I'll be конечно же, paying attention, я буду first of уделять all, внимание to в первую очередь development of relations вопросам and развития наших cooperation with our отношений и neighboring сотрудничества с нашими соседними странами, Russia, такими China как and Россия, Central Asian Китай и countries. центральноазиатскими At the same государствами. time, В то же I'm very much самое время hopeful я about весьма our надеюсь, relationship что with наши other отношения с countries другими that странами are being still beyond this region. будут также развиваться помимо региона. Здравствуйте, Касым-Жомарт Кемелевич, телеканал Хабар. Вопрос следующий. Расскажите, пожалуйста, какие обещания своей предвыборной программы вы готовы реализовать уже сейчас, в первую очередь? Спасибо. Вы знаете, моя программа была достаточно комплексной с точки зрения постановки актуальных проблем. И самое главное, там были очерчены варианты решения данных проблем. Мы глаза на существующие проблемы не закрываем. Я сам по себе человек реальный. В политику я пришел, как говорится, не с улицы, не с чердака свалился. Я работал премьер-министром в очень тяжелые годы, когда цена на энергоресурсы была очень низкой. Тем не менее, экономический рост Казахстана в те годы превысил 13,5%. Вы это хорошо должны помнить. И темпы роста обрабатывающей отрасли впервые в истории Казахстана превысили темпы роста добывающей отрасли. Мы плотно в то время занимались и вопросом обустройства городов, а денег в бюджете было, прямо скажем, как кот наплакал. Но, тем не менее, мы работали в те годы, и под руководством Елбасы, нашего первого президента, занимались строительством Астаны. Это были очень тяжелые годы. Я работал и в сфере внешней политики, и даже 2,5 года, как мы про нас говорят, входил в состав мирового правительства, то есть был заместителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций. То есть я очень хорошо себе представляю всю кухню, будь то это внутренняя политика или внешняя политика. Поэтому все проблемы, которые обозначены были в ходе предвыборной кампании, я сейчас на казахском языке их обозначил, это, вернее, их упомянул. Это и состояние дорог, это экология, медицинское обслуживание, низкие зарплаты и так далее и тому подобное.
эти проблемы будут решаться комплексно, то есть какого-либо приоритета. Сейчас мы займемся одним вопросом, а завтра мы займемся другим вопросом, не будет. Мы комплексно займемся. И, конечно же, работе правительства будет придан дополнительный импульс. Жалпы айтқанда үкімет В целом, жұмысына жаңа серпін беру керек бұл мәселелерді шешу үшін. для решения этого вопроса нужно правительство очень тесно работать. Следующий вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, телеканал «Россия-1», «Россия-24», Роберт Францев. Вы сказали, что не любите слово «победа», поэтому с победой поздравлять не будем. Просто выразим надежду, что победы во множественном числе принесут плоды вашей работы. Вопрос же касается, опять-таки, внешней политики. Вы рассказали про планы по углублению евразийской интеграции. А чем планируется наполнять повестку двусторонних отношений с Россией? У нас очень большая программа двусторонних отношений. Эти отношения носят стратегический характер стратегического партнерства в соответствии с договором, который был подписан в Екатеринбурге в 2013 году. Эти отношения носят также и союзнический характер. Мы договорились во время визита в Москву с Владимиром Владимировичем Путиным, что будем работать над проблематикой казахстанско-российских отношений персонально, в том смысле, что будем давать поручения правительствам и, самое главное, наблюдать контролировать их исполнение данных поручений. У истоков казахстанско-российского сотрудничества стоял Нурсултан Абишевич Назарбаев. Он работал вместе с Борисом Николаевичем Ельциным, продолжил работать с Владимиром Владимировичем Путиным. Был период, когда он работал и с президентом Медведевым, поэтому считаю, что эта политика налаживания сотрудничества, вернее, даже не налаживания, а укрепления сотрудничества с Россией будет иметь, безусловно, свое продолжение. Я уже говорил в одном из интервью, что стратегический характер сотрудничества между нашими государствами является очень важным фактором обеспечения внутренней стабильности в Казахстане, продолжения наших реформ, потому что внешнее окружение, если оно является благоприятным, безусловно, оказывает положительное влияние на внутреннюю политику, на продолжение внутреннего курса. Поэтому это очень комплексный вопрос, над которым мы будем заинтересованно работать. Пожалуйста. Jamal Mujahid, I'm a journalist from United Arab Emirates. Congratulations, Mr. President. My question is, what's your plan to develop the relation with the United Arab Emirates and Gulf region? And do you have any plans to also be played in the Palestinian cause in the coming years during your term? Thank you. В предстоящее время. У нас приоритет это также и высокий, поэтому мы будем максимально все усилия прилагать для того, чтобы эти отношения были более благополучны, более эффективны, и мы в предвкушении увидеть принца Мухаммада и других членов королевской семьи здесь, в Казахстане. У президента Нурсултана Назарбаева тесные отношения личные с членами королевской семьи. И Казахстан будет помогать в этом плане. Скажите, пожалуйста, вы чувствовали конкуренцию на прошедших выборах, по-вашему? Они были достаточно открытыми? И успели ли вы уже ознакомиться с докладом ОБСЕ? И скажите, пожалуйста, с какими пунктами вы согласны, а с какими нет? В частности, вот есть пункт касательно того, что в Казахстане блокировался интернет, определенные сайты. Как вы к этому относитесь? Ваше мнение скажите, пожалуйста. Во-первых, что касается конкуренции, я уже сказал, что 7 кандидатов участвовали в президентской гонке.
Надо сказать, что впервые в нашей истории это имело место быть, поскольку эти кандидаты были достаточно сильными, они имели свою программу. Я с большим уважением к ним отношусь, благодарю за участие в президентских выборах. Я уже сказал, что все полезные моменты в их программах будут, безусловно, учитываться. И вообще я настроен на конструктивный диалог, на сотрудничество, не на отрицание кого-либо, будь это персонали или программы. Что касается доклада ОБСЕ, то я был проинформирован в целом об этих оценках, но хочу сказать, что ОБСЕ является всего лишь одной из международных организаций. Мы не должны фокусироваться именно на оценках этой организации. Ведь здесь присутствовали и другие международные организации. Почему мы должны игнорировать их оценки? Поэтому данный вопрос должен рассматриваться комплексно. Постановка проблем, которая была произведена в их докладе, мне ожидаемая. Вообще, вы знаете, я ведь был вице-президентом парламентской ассамблеи ОБСЕ и дважды участвовал в наблюдении за выборами. Я очень хорошо знаю всю эту кухню и как они, значит, составляют эти доклады, насколько политически предвзятые они бывают в зависимости от страны, где они работают. Поэтому я отношусь к докладу ОБСЕ абсолютно спокойно, поверьте мне. Что касается самой организации, то мы будем продолжать сотрудничество с ней. Казахстан очень конструктивная страна с точки зрения внешней политики. Всякого рода шероховатости, они спокойно воспринимаются мною и Министерством иностранных дел. Аселим Абдинова, ТДК 42 телеарнасы, құрметті президент, қоғамда көптен бері талқыланып кеткен мәселенің бірі, бұл сайлаудың алдында да болды. Елде атом электр станциясын салу мәселесі қызу талқыланып жатыр, тіпті бұған қарсылық білдіріп жатқан пікірлер де бар. Сіз Шығыс Қазақстан облысында сапарыңызда бұл мәселе халықтың шешімінсіз шешілмейді деген болатынсыз. Уәдеңізде тұрасыз ба, пікіріңіз өзгеріп кетпей ме? Бұндай жоспарымыз жоқ. Атом электр станциясы біздің тәртібінде жоқ. Егер болса, міндетті түрде халықпен ақылдасамыз. Тіпті қажет болса референдум өткіземіз бұл мәселе бойынша. Себебі бұл өте жауапты, өте өзекті мәселе. Сондықтан мен уәдемді орындаймын міндетті түрде. Здравствуйте, Forbes KZ. Касым-Жомарт Кемелевич, у меня два вопроса. Вы активный пользователь социальных сетей. Как вы относитесь к тому, что ежевечерне в Казахстане блокируют социальные сети? Второй вопрос. По последним рейтингам Казахстан по индексу свободы слова находится в числе последних. Будут ли приниматься для этого какие-то меры? И в дополнение, меня уже предупредили, что эти вопросы нежелательно задавать. Последуют ли от вас какие-то санкции в отношении журнала Forbes? За этот вопрос. Вы же задаете? Все, да? Да. Присаживайтесь, пожалуйста. Присаживайтесь, пожалуйста. Я с той стороны сижу. Я камерам помешаю. Вы знаете, у меня был один начальник, когда я работал в посольстве Советского Союза в Китае, когда к нему приходил завхоз, он им говорил: присаживайся, тебе давно пора сидеть. Спасибо. Но это шутка, так что присаживайтесь. Я просто испорчу камерам видео, поэтому... Конечно, никаких санкций в отношении вас персонально или вашего издания не будет. Я вообще против каких-либо санкций. Что касается, как вы сказали, закрытия, да, или что там происходит? Блокировки, ежевечерние блокировки социальных сетей. Правительство делает вид, что их нет. Ну, я сам активный пользователь социальных сетей, персонально, лично веду свою страничку в Твит, поэтому, откровенно говоря, я не совсем был в курсе, что социальные сети блокировались, но, конечно же, правоохранительным органам будет дано соответствующее поручение, но при том понимании, что социальные сети все же не должны использоваться в деструктивных целях, сеять раздор среди народа и тем более провоцировать людей на столкновение друг с другом. Вот этого нельзя нам допускать. Но нужно работать, конечно же, и другими средствами. Интернет – это вещь такая универсальная. Это реальность и смысл нашей жизни. Поэтому спасибо вам за вопрос. Будем думать.
А со свободой слова что будем делать? Что говорите? Со свободой слова что будем делать? Ну вот будем думать. Будем ее укреплять всячески. Спасибо. Kulpash Kanirova, International News Agency, EFE. Mr. President, I have two questions. First question is, what new challenges is economy of Kazakhstan facing? And second question is, what are you planning to conduct in economy of our country in future, and what are you planning to build new relations maybe with the foreign investors? Thank you. Устанавливать отношения с зарубежными инвесторами. Что касается зарубежных инвесторов, это является одним из моих приоритетов, так как Казахстан развивается на основе привлечения иностранных инвестиций в нашу экономику. До сих пор мы преуспели, мы смогли привлечь $300 миллиардов США из зарубежа. Поэтому, как президент этой страны, я буду максимум усилий прилагать для того, чтобы создавать благоприятную, хорошую климат для привлечения иностранных инвестиций. Поэтому в этом плане продолжение политики нашего первого президента будет обеспечено также. Поэтому я думаю, что это очень важный вопрос. Я буду все усилия прилагать для этого. Что же касается других вопросов, я думаю, что, как я упомянул сейчас, опять же, иностранные инвестиции, 4 июля, в частности, я буду проводить большое мероприятие с участием иностранных инвесторов, чтобы дать им посыл, что здесь, в Казахстане, чтобы обеспечить иностранным инвесторам, что они будут себя чувствовать хорошо. Приветствую всех собравшихся и вас, Касым-Жомарт Кемелевич. Первый вопрос. Вы всегда очень сдержаны в эмоциях. Что вы ощутили, какие эмоции после оглашения экзит-пула, данных экзит-пула, и какие у вас были первые мысли утром после пробуждения? И второй вопрос. Подскажите, с какими министерствами вы будете работать в первую очередь, какие указания каким министерствам будут даны в первую очередь после вашего избрания? Вы знаете, все поручения уже даны еще до наступления этого момента, но, естественно, во-первых, что касается моих чувств после объявления результатов, удивительно, но я не испытывал каких-либо чувств. Какое-то странное ледяное спокойствие. Вот. Не знаю почему. Потому что, возможно, я думаю уже о том, чем заниматься дальше, а график очень напряженный. Как говорится, здесь не до смеха и не до радости. Тем более понимание ответственности, возложенной на меня как президента этой очень важной страны, этого очень важного государства на шахматной доске, как говорил Бжезинский, в Евразии. Поэтому будем работать именно для того, чтобы, во-первых, поднять жизненный уровень нашего народа. Проблемы, которые существуют, я очень хорошо понимаю, я их уже сегодня открыто обозначил. Вы, наверное, заметили, что сегодня во время моей пресс-конференции не было фанфар по поводу нынешнего положения дел. То есть абсолютно реалистический подход к тому, чем мы должны заниматься в ближайшее время. Қайырлы күн, құрметті президент мырза. Менің сұрағым осы кәсіпке қатысты, журналистикаға қатысты. Сіз бұл саладан алыс емессіз, өйткені өзіңіздің жазған кітаптарыңызды бәрін оқығанбыз, әкеңіз туралы оқығанбыз. Бізде құқық көп бұзылатын, қорғалмаған қауымның бірі осы журналистер. Бізде журналистер мәртебесі туралы заң жоқ. Біз ешқандай топқа жатпаймыз. Сол статус туралы заң қабылдауға өзіңіз мұрындық боласыз ба? Жалпы оған көзқарасыңыз қандай? Рахмет. Бұл өзекті мәселе. Бұл мәселені жасап тұрып қарауымыз керек. Егер керек болатын болса, мен үкіметке тиісті тапсырманы беремін. Келешекте журналистердің мәртебесі туралы қажет болатын болса, тиісті заңды қабылдаймыз. Я болмаса, мен өзім президент ретінде жалынды шығарамын бұл мәселе жөнінде. Владимир Костарев, ТАСС. Касым-Жомарт Кемелевич, продолжая тему коллеги про эмоции, что вы почувствовали, когда узнали, что Нурсултан Абишевич решил сделать вас своим преемником? И
в развитии этой темы, можно ли считать, что на этом, на проведении выборов, транзит власти в Казахстане завершен? Спасибо. Во-первых, я против слова «транзит», поэтому, когда я давал интервью российскому телевидению, я как бы немножко потроллил этот транзит по-казахски. Что такое транзит? Это значит, что я транзитный пассажир, что ли, или попутчик? Нет. Я считаю себя полнокровным президентом Республики Казахстан. Я не попутчик, я не транзитер. И не собираюсь менять ни поезд, ни самолет, ни пересаживаться в какое-либо другое движущее средство. Поэтому транзит, давайте покончим с этим словом, транзит. Выборы состоялись, президент избран, и будем вместе, я имею в виду весь наш народ, работать на то, чтобы сделать нашу общую жизнь более счастливой. Что касается моих чувств, когда было принято решение или объявлено, то я уже эти чувства поставил позади, поскольку вопрос обсуждался на протяжении 3 лет. Может быть, только облегчение, что наконец. Hazim Abdi from Union of OIC News Agencies. Объединение журналистов ОБСЕ. Спасибо вам, господин президент, поздравляю вас. Казахстан провел первый саммит ОИС по вопросам науки и технологий. И как вы видите, в частности, в рамках этого будущее сотрудничество Казахстана и странами исламского мира, стран Организации исламского сотрудничества? И во-вторых, Казахстан начал свой процесс соответствующих переговоров по вопросу сирийского кризиса. И собираетесь ли вы завершать ту инициативу, которую вы начали в этом плане? Благодарю вас. Да, мы весьма серьезно настроены, что касается Организации исламского сотрудничества. Как министр иностранных дел в конце 90-х годов я был одним из тех, кто принял решение, чтобы мы примкнули к Организации исламского сотрудничества. Тогда название организации было немного отлично от нынешнего. Поэтому одним из наших приоритетов является продолжение членства, активного членства в этой организации. Поэтому, что касается хаба этой организации здесь, в нашей столице, то, конечно же, мы будем уделять внимание его деятельности, поэтому, я думаю, у нас нет каких-либо проблем в работе с этой организацией, именно ОИС. Два вопроса, наверное, сейчас дадим. Последние 2 вопроса. Договоримся, журналисты. Добрый вечер. Газета «Казахстанская правда», Магер Юлия. Господин президент, мы вас знаем еще и как автор очень многих книг, посвященных большой политике, как правило. Есть ли у вас в планах сейчас какие-то новые работы? Хватит ли на это времени? И если да, то чему они будут посвящены? Спасибо. Действительно, я написал немало книг. Они стали популярными не только в Казахстане, но за пределами нашей страны. Вообще, я очень люблю писать, я очень люблю авторучку держать в руках. Но сейчас, и, кстати говоря, когда я был юношей, я хотел стать журналистом, между прочим. Но не получилось. А получилось стать дипломатом. Что касается планов, то, видите ли, у меня нет сейчас времени заниматься эпистолярным жанром, но на пенсии я обязательно напишу книгу, которая будет называться «Как это было?» или будет называться «Между прошлым и будущим». Касым-Жомарт Кемелович, Ильзат Акчурин, телеканал Алматы. У меня такой вопрос. Вы в последнее время делаете упор в решении вопроса социальных именно проблем. Скажите, все-таки вот мы встречаемся с людьми, когда делаем материалы, основные проблемы – это работа, зарплата и жилье. Как вы планируете решать эти вопросы вот в ближайшее время? Будут ли приняты какие-то дополнительные программы, чтобы жилье стало более-менее нам доступнее? И еще один вопрос, коллеги. Вам это кому в смысле? Как?
жилье стало доступным. Еще больше доступнее, да. Ну понятно. И еще один вопрос, коллеги интересуются, когда все-таки будет инаугурация президента. Спасибо. Ну, с последнего вопроса. Инаугурацию президента мы планируем провести 12 числа. Если к этому времени Центральная избирательная комиссия справится с задачей обобщения итогов голосования и опубликует официальный отчет. Если. Дело в том, что 14-го, как я уже сказал, мне нужно вылетать в Бишкек, затем далее в Душанбе. Это крупные международные мероприятия, и желательно, чтобы на этих мероприятиях президент Республики Казахстан присутствовал в качестве уже как бы облеченного полностью полномочиями. Это первое. Во-вторых, все проблемы, которые сейчас существуют, я не случайно сказал о справедливой социальной политике. Они будут решаться. Здесь очень такой деликатный и сложный баланс подходов. С одной стороны, мы, конечно же, должны направлять деньги, финансы на развитие Казахстана, на развитие. Мы не можем поступающие доходы в бюджет просто раздавать, порождая тем самым соответствующее настроение среди людей. Мы должны создавать обстановку труда. Задача руководства государства, включая прежде всего правительство, ну и парламента в том числе, естественно, это создать самые необходимые условия для продуктивного и эффективного труда. Мы должны заниматься привлечением инвестиций, будь то иностранных или внутренних инвестиций в экономику страны, с тем, чтобы не допустить застоя, чтобы экономика все же развивалась. И тогда мы сможем выйти из проблем, которые нас окружают. Но, кстати, эти проблемы носят универсальный характер. Сейчас обстановка в мире очень сложная. Казахстан не является исключением. Вы знаете, что в мире сейчас настолько велика турбулентность, нестабильность, что, как бы то ни было, эта нестабильность влияет и на экономику Казахстана. Мы часть мировой экономики. Поэтому задача очень сложная, в том числе и задача переформатирования бюджета, о чем я неоднократно говорил в канун выборов. Мы должны отказаться от расходов на крупные имиджевые проекты, подходить к расходованию средств абсолютно рационально, по необходимости, но, уверяю вас, социальные вопросы будут, естественно, находиться в поле моего внимания. Я очень хорошо себе представляю важность этих проблем. Давайте, журналисты, договоримся. Президент уже 50 минут отвечает на ваши вопросы, поэтому последние два вопроса. Слушай, ну не надо измерять время, это, знаете. Просто ваши. Как в том анекдоте, говорит, хозяин угощает своих гостей, говорит, кушайте, пожалуйста, пятую манту по счету там, или угощайтесь. А гости говорят, да мы уже 7 мант съели. Говорит, ошибаетесь, вы уже 10 мант съели. Касым Жомарткевич, Тамара Валь, интернет-журнал «Власть». У меня буквально пара вопросов. Первый вопрос все-таки, если вернуться к митингам, да, мы сейчас видим на проспекте Республики очень много полицейских. При террористических угрозах власти объявляют красный, желтый, да, разный уровень опасности. То есть насколько безопасно нам сейчас, простым гражданам, ходить по улицам? И второй вопрос, планируете ли вы инициировать досрочные парламентские выборы? Что касается безопасности граждан, то полицейские, которые стоят на улице, как раз занимаются решением этого вопроса. Потому что к нам поступает очень много обращений со стороны граждан, которые не хотят участвовать в подобного рода действиях, манифестациях. Вы власть, вы примите решение, вы что-то сделаете, чтобы оградить нас от этой хулиганствующей толпы, кричащие оскорбления в адрес и власти, и прочее. Поэтому вы, наверное, заметили, полицейские, как бы то ни было, проявляют сдержанность. Слава Богу, что до таких столкновений дело не дошло, потому что провоцирует.
спровоцирует. Мы занимаемся тем, что обеспечиваем спокойствие и безопасность наших граждан. Второй вопрос был... Планируете ли вы инициировать досрочные парламентские выборы? Это вопрос очень ранний. Я, честно говоря, еще не знаю на него ответа. So, Excellency, this is Marjolein de Lara from Diplomat Magazine in The Hague, Netherlands. I would like to know the implication of Kazakhstan in the Silk Road and how is compromised financial system of Kazakhstan investing in the Silk Road. Is China participating, and if it's in kind of loans or is just collaboration? Китай финансирует это все долгами или это сотрудничество больше? Как вы думаете? Китай – это большая экономика. Китай – это большой партнер Казахстана. Концепция шелкового пути была объявлена здесь, в этом городе. Это не случайность. Без Казахстана китайская концепция одного пояса, одного пути не станет возможной. Поэтому мы весьма настроены хорошо на тесное сотрудничество с Китаем, что касается концепции одного пояса, одного пути. Поэтому я считаю, что это весьма важно для нас быть вовлеченным в этот проект. И чтобы мы связали как и концепцию шелкового пути, так и концепцию ЕАЭС. Сейчас в мире мы видим, что вопрос энергоресурсов очень важен, но не так важно по сравнению с транспортными связями и созданием хабов такого рода. На следующий год Казахстан планирует получить 5 миллиардов дохода от участия или членства, я бы сказал, в шелковом пути. Здравствуйте, Зара Геворкян, газета «Голос Армении». Господин президент, скажите, пожалуйста, есть ли у вас некое более конкретное видение развития взаимоотношений с Арменией, в том числе и какие-то конкретные инвестиционные планы? Потому что год от года мы констатируем, что что-то чуть-чуть меняется, какие-то цифры немножечко меняются в лучшую сторону, но тем не менее каждый раз констатируем, что есть огромный потенциал, который не используется. Скажите, пожалуйста, вы думали об этом, более конкретных планов? Я с большой симпатией отношусь к вашей стране. Не так давно имел встречу с Николой Пашиняном. Кстати, буквально через 5 минут он должен позвонить мне, как я понял, поздравить с исходом выборов. Мы договорились работать вместе над насыщением нашего сотрудничества конкретными проектами. У нас очень много общего, между прочим, с Арменией с точки зрения истории и даже языка. Поэтому я с оптимизмом смотрю на будущее сотрудничество. Не сомневайтесь, что с нашей стороны, со стороны Казахстана будет делаться все возможное, чтобы укреплять данное сотрудничество. Спасибо. Извините, пожалуйста, заключительный вопрос касательно сегодняшней нашей встречи. Я думаю, что это получился такой конструктивный диалог, и спасибо вам за то, что вы организовали такую пресс-конференцию. Это говорит о вашей открытости. Скажите, пожалуйста, когда мы в следующий раз с вами встретимся, и будет ли это такой традицией? Как часто мы будем встречаться в таком составе? Традиция будет, нам надо встречаться. Считаю, что подобного рода встречи очень полезны, в том числе и для меня. Каких-либо ограничений в плане постановки вопросов не будет. Но если будет, это все пресс-секретарь. Но думаю, что не будет. Поскольку я открыт прессе, и думаю, что диалог будет продолжен. Спасибо вам за работу. Господин президент, извиняюсь, 11-я манты, если позволите. Анна Азнаур, швейцарская журналистка. Мой вопрос касается усилий Казахстана над мировым ядерным разоружением. Планируете ли вы развивать конкретные программы со Швейцарией по этому вопросу? Спасибо. Швейцария – это страна, в которой я прожил 2,5 года, работая в Организации Объединенных Наций. У нас очень большие планы в том, что касается
ядерные программы. Вы знаете, Казахстан признан во всем мире как лидер движения нераспространения ядерного оружия. Благодаря историческому решению нашего первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, который, во-первых, закрыл Семипалатинский ядерный полигон, во-вторых, принял решение о присоединении к договору о нераспространении ядерного оружия. С тех пор у Казахстана очень хорошая репутация в том, что касается ядерного разоружения. Соответствующая резолюция была принята Генеральной Ассамблеей ООН, поэтому будем развивать сотрудничество и по этой линии со всеми странами, включая Швейцарию. Но конкретно я сейчас вам не могу сказать, поскольку в силу известных причин я был оторван от данной проблематики. Спасибо. Шет елде қандастарыңыз атынан бір сәлем айтып қойсам, мен өздеріңіз білесіздер, шет елде бір 6 миллиондай қазақ тұрады, 3 қазақтың біреуі сонда. Олар да осы Қазақстандағы болған әрбір шараны қадағалап қарап отырады. Сіз осы сайлауды қатты күтті. Енді міне нәтиже шығып жатыр. Барлығын біз көріп отырмыз. Сізге құттықтау жолдап жатыр. Олар да осы Қазақстанға келіп, осында жұмыс жасап жатқан қаншалар бар. Істеріңізге сәттілік, сол кісілердің енді келіп жатқанда азаматтық мәселелеріне көмектесіңіз. Қандастарымызға үлкен сәлем жеткізіңіздер. Рахмет сізге. Рахмет. Аманшылықпен кездесе берейік.